Изучать крымско-татарский язык по тем же методикам, что и английский. Знакомьтесь, это Дильдора Азизова. Более 15 лет она преподает английский язык, совершенствует методики обучения, в том числе перенимая зарубежный опыт. Своими знаниями она решила делиться с другими преподавателями. Можно многое применить из того, что мы сейчас применяем в лексическом подходе, в коммуникативной методике, как это все вывести в речь. Раньше мы изучали грамматику сначала, потом на нее накладывали, к примеру, какие-то слова отдельно, мы изучали там стол отдельно, дверь отдельно. То сейчас мы берем коллокации. Коллокации – это устойчивые выражения, также они есть и в крымско-татарском языке. Либо, допустим, если мы берем какое-то слово одно, мы добавляем к нему наиболее часто употребляемое прилагательное. Есть такое понятие, как чанки. Мы можем и грамматику давать во время того, как говорим, а уже потом объяснять эту тему нашим студентам. Одной из первых внедрить современные методики изучения языка решила известная певица Диляра Тюкянджи, которая ведет курсы разговорного крымско-татарского языка. По ее словам, многие используемые в обучении крымско-татарскому языку методы давно устарели. Кроме того, для изучения иностранных языков доступно разнообразие учебников и пособий, чего нет для желающих учить крымско-татарский. Олар білесіңіз, біздің Крым татар тіліні рус тіліне эсасланып язғанлар бұл біздің дәрістіктерімізні. Амма рус тілі бұл башқа тілдерінің группасыдыр. Чоқ вазифелерінің метинлері біздің балалар үшін енді келе үшмей. Mesela мен баққан едім, анда бостанда кешкен ішлер. Ama bizim balalarımız endi çoğusu şehirlerde yaşay. Onlar anda bostanda ne oskenini de bilmey. Men böyle düşünüyorum ki bizim dersliklerimiz bütünley şimdiki vakitka gelişmeni için, çünkü balalar yazık ama öz tilini bilmeyler. Bizim dersliklerimiz ise yazılgan öyle ki sanki bizim balalarımız balalıktan tilimizde laf etti ve öz bilgilerini arttıra. Ama öyle değil. На консультации преподаватели обсудили планы, структуру занятий, предоставляемые ученикам материалы, проработку заданий, составление небольших диалогов на занятиях и использование наиболее употребляемой лексики. Помимо чтения, к примеру, либо разговорной речи, мы должны уметь и писать, и работать над аудированием, то есть понимать. Чаще всего еще бывает так, что студенты замечают, что они понимают много, а говорить не могут, потому что, опять-таки, отсутствие хорошей должной практики. По словам Диляры Тюкянджи, ее ученики уже заметили позитивные изменения, которые помогают еще быстрее и эффективнее изучать язык.